Среди населения, а в особенности среди подростков, часто бытует ошибочное мнение, что наркотические вещества можно разделить на так называемые тяжелые и легкие. По мнению непросвещенных граждан, наркотики, которые в большинстве своем имеют растительное происхождение, особого вреда для организма не несут. Однако, по словам специалистов, разница лишь в том, что при употреблении несинтетических дурманов накопление ядов в организме протекает менее заметно. Последствия любых одурманивающих препаратов поистине ужасны и необратимы. Верить, что существуют безопасные виды наркотиков, опрометчивы и глупы, говорят специалисты. От этого смертоносность психотропных веществ не меняется. Об этом и другом представители отделения по делам несовершеннолетних рассказывали на профилактической встрече учащимся школы номер 5. Во всех школах будут именно организованы такие лекции для того, чтобы в будущем дети знали о последствиях употребления наркотических веществ и недопущения с их стороны правонарушений и преступлений. В основном в такое неприятные моменты попадают те дети, которые не знают своей обязанности, которым родителями не доносится правильная информация. Помимо беседы антинаркотического характера, присутствующим на лекции ученикам была приведена статистика по подростковой преступности. На сегодняшний день на учете в отделении по делам несовершеннолетних полиции за употребление наркотических средств состоят 4 юных сибайца. Если сравнивать с прошлыми годами, уровень преступности среди подростков вырос. Потому в целях предупреждения подобных фактов полицейские призывают родителей и преподавателей регулярно проводить с детьми воспитательные беседы об опасности и последствиях любых незаконных деяний. Подрастающему поколению, в свою очередь, необходимо быть осторожными и остерегаться любых опасных приключений. Евдокия Титаренко, Рустам Имангулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.